3 сентября, Алтай. день прощаний, Сюда. день, когда горят костры рябин. Ну, для кого-то это день прощаний, а для нас с Иваном Григорьевичем это опять у нас день встречи. Утром отвез ребенка в школу, сижу, позавтракал, сел монтировать фильм, поступил звонок. Геннадий, не желаешь съездить за белыми грибами? Ну, почему нет? Я всегда за любой кипиш, да. Я говорю, конечно, Иван Григорьевич, бросил монтаж. На сегодня один ролик есть. Первая серия нашей поездки, когда мы отчаливали, только первую серию еще смонтировал, получается, готово. 5 часов вечера сегодня, дорогие мои друзья, увидите первую серию, первую часть нашей поездки с Иваном Григорьевичем. Потом будет вторая, рыбалка с Баяном, потом третья. Потом будет фильм про дальнюю поездку. Ну а сегодня, конечно же, мы снимем фильм про нашу поездку за белыми грибами. Приехал на машине, потом Иван Григорьевич говорит, а что ты, говорит, удочек не взял? Мы, говорит, на лодке поедем, говорит, за грибами. Съездил, взял удочки. Иван Григорьевич взял Алтая, шалтая, болтая. Да, Алтайчик? Прогуляемся по лесочку? Лапкой. Ну да, помаши лапой. Погавкаем птичек? Лапой. Вчера я взял, Иван Григорьевич, путевку. Выписал 2 глухарей, 5 косачей. Так что на боровую дичь охота у нас открыта. На водоплавающую заставу утка, правда, вся уже улетела. Но может быть даже что-нибудь и удастся добыть. В планах, конечно, в первую очередь сбор белых грибов. Ну а находиться на воде и не намочить блесну — это преступление, правильно? Конечно, она потом цвет потеряет. Да. Так что до встречи на реке. Новое путешествие впереди. Поехали. Вот и наша река. Если вы помните, когда мы выезжали с Иваном Григорьевичем в конце июля, мы на машине подъезжали на берег, вон туда, где сейчас волна. Эта река поднялась где-то больше метра, да, получается? Да. Вода прибыла, воды очень много. Дожди все-таки дали о себе знать. Но, с одной стороны, свои плюсы тоже в этом есть, правильно? Да, рыба переместится. Рыба-то ладно, проезжать можно будет безопасно, эти перекаты, все такое. Да, я поднимался на свой вот этот. Там вообще воды нет. А сейчас уже можно будет проехать. Так что мы уже на воде, и это здорово. Алтай, шалтай-болтай на месте. Да, Алтай? Поздоровайся, скажи всем привет. Я Злой на них, что ли? Я великий пес. Да. Скажи, я супер лайка. Да. Лаю на колбасу. Да. На дичь в мешке. Дичь в мешке, знаю. Ищу дичь в мешке. Не откажусь от налима. Да. Тоже могу достать, поймать его. Да, могу гавкать, могу не гавкать. Да, как скажете. Все прекрасно. Скоро осень, скоро уборка картофеля. Да. Ну, а после этого наступит зима. И вот такие поездки на лодке уже будут невозможно. Так что... Купим другую лодку, зимой на которой ездят. А, с пропеллером? Да. Как минимум 500 000-то она стоит, наверное. Не знаю, Игорь, все. Давай посмотрим. Что, мы вверх по Мылы поедем? Ну, А всё, ты понятно. еще там не был. Ты не видел тот перекат в трубу узкую? Не был в трубе? Не, я по Мылы не ездил. Ну, Так что едем на новые места. Для меня, а для Ивана тут новых мест уже нету. Правильно? Вот им нравится, да, когда в нос ветер дует? Сядь, сядь, успокойся. На место. На место, Алтай. До встречи. Вон какие
Вон какие лодки нужны. Это у рыбинспекции, да? Да. Кефаль. Раньше здесь катеров было куча, да? А сейчас все затухло. Раньше весь берег здесь метров на 200, наверное, был полностью катерами. Судоходство было. А теперь его нет. Теперь только маленькие суденышко Ивана Григорьевича. Вода вон насколько доходит, да? Метров на 7-8. Ничего себе, вот это вода. Ну вот и мы приехали. Вот такое вот красивое место. Река чистейшая, прозрачная, дно просматривается полностью. И зимой, и летом здесь водится хариус, и не только. Иван Григорьевич говорил, мы здесь ловили, так что не знаю, может быть и сегодня попробуем. Он уже, пока я тут собирался, по-быстрому умотал, говорит, сразу налево. Крутой подъем, так что сейчас попробуем его догнать. По дороге видели выводок уток, но они, видать, уже стрелянные, шуганные, улетели. Вон заходим в лес сразу. Тут вон какие луга. Все заросло. Все заросло, никто их уже давным-давно не косит. Раньше здесь подъемчик неплохой. Иван уже как молодой спортсмен поднялся в горку. Тропа набитая. Народ здесь ходит, но сегодня никого нет. Посмотрим. Или народ уже ушел, потому что время уже не ранее. И вот открывается такая картина. У медведя на бару грибы, ягоды беру, да? Да, хожу по бару, грибы, ягоды, наслаждаюсь воздухом сосновым, напичканным ароматами. Кислородом. Ягод. После дождика, солнышко. Пожар был, да? Тут раньше, да, был горельник. Но все уже возвращается, возрождается. Высматриваем гриба белого. Вот должен тут быть. Здесь, да? В этом районе. Вот так вот идем. Вот так. И найдем его. Ну, Иван пустую говорить не будет. Если сказал, значит так и будет. Он не прячется сильно от нас. Да, вон куча всяких поганок. Куча всяких. Я так скажу. Грибочек, грибобусик. Ну-ка пойдем до бабуси. Показать ему бабусику. Пойдем к кастрюле до бабуси, да? Уже нашел? Вон грибы уже. Их походу уже морозом прибило, нет? Не, вот эти старые, они после дождей они поникли. Очень много поганок всяких. Их просто очень много. А хорошего гриба пока не видать. Дожди прошли. Вон сколько всяких яких.
Но хорошего гриба пока нет. Так что пока выключаемся до первого гриба. Как найдем, мы его и сами посмотрим. Ну и вам, конечно же, покажем. Да, где ты, белянчик? Белогвардеец. Белые, белые. Маслята, что ли? Ладно, друзья, что? Очень много поганок всяких. Будем надеяться, что что-нибудь мы и найдем. Рекламная пауза пока. До первого грибочка. Ну вот Иван и нашел первый гриб. Говорит, маленький, но что-то он нашел. Вот он. Вот он, красавец какой. Это белый? Да, вот он. Крепкий еще, да? Крепыш, вот. Ага, белый Вот грибочек. он какой. Красавый. Вот он какой, песочек. Ну, видишь, мелкий, значит, есть. Сходы будут. Да. Значит, грибы будут. Значит, найдем. Вот. Иван сказал. Первый. Красавчик. Молодец. Так будем всех целовать, которые попадут нам. Показывайтесь, Так да? что слышите, показывайтесь давай. Хорошие. Ну что, начало есть? А я находил два красноголовика, но они такие уже мягонькие такие. Да. Что, ищем. Проходим в округе рядом, может быть еще. А вот это, Вань, что за ямы такие здесь? Что за ямы? А был пожар, копали. А, закапывали? Закапывали, кидали. Понятно. Так. Я немного только успел отойти. Иван уже кричит. Что-то он там опять нашел. Давайте же мы посмотрим, что там у Ивана. Значит, никто не ходил. Что он там нашел? Вот, видишь, вот оттуда я заметил с дороги его. Ага. Вот. Ничего себе толстячок. Да. Вот это уже более-менее так. Покрупнее. Да. Ха. Тогда такие же, да, собирали? Да, вот такие чистенькие вон. Ну да, он сейчас свеженький вырос. Ой, какой чистенький. Ха. Крепышок. Ох, красавец. Вот уже суп есть. Да, грибочка. Так, у меня пока 0. Ну, 2-0. 2-0. 2-0. Сейчас будет вот тут дорога туда направо. Пойдем по дороге, там найдем. Там слева есть лесок такой. Там раньше было под каждой сосной. Я не знаю. Я до темноты собирал. Ну вот и я один гриб нашел. Находил два красных. Смотрю, вот он. Вот он, красавец. Не знаю, хороший он или плохой. Сейчас мы это посмотрим. Вроде крепкий еще. Вот такой вот грибочек. Вот такой вот интересный такой гриб. 2-1, Вань, но по весу у меня побольше. Ну ясно, конечно. О, конечно. Это красавчик. Сейчас мы посмотрим, он Красавчик. на профпригодность проверим. И в кузовок. Рентген сделать им. Ага. Красивый. Да. Хоп, сервивый. Нет, Нормальный. это вот эти, как говорится, белые, такие толстые, жуковые. А, все чистый дальше, Всё. да? Чистейший. Чистейший. И там вот я видел еще два гриба, но они гнилые, старые уже. А рядом надо Тут река смотреть. поворот делает, да, получается? Да. Это как полуостров. Да, вот так. Раз. Все понятно. Поедем туда на этот крутой перекат, там, трубу. Вот такие красивые места открываются нашему взору.
высокий крутой берег. Вот я стою на высоченном крутом берегу, и там вот вдалеке река. Высоко-высоко. Вот такой вот обрывистый берег крутой. Каждый год он потихоньку рушится. Видать, вода, когда прибывает, вон, получается, где-то до этих уровней весной подмывает берег, берег рушится. Тут бор беломошник. А там вот чистейшая, просто чистейшая река. Если сейчас наведу резкость, даже видно будет, какая она прозрачная. Там все видно, вот дно даже отсюда видно. Я могу, если харюсь есть, даже могу определить, где он там есть. Ветерочек, солнышко, ни мошкары, ни комаров. Вообще вот такая прекрасная погода. Красотень. Вот он хороший, я его вижу. Я его вижу. Только он, походу, уже пенсионер. Походу, он уже пенсионер. Ну да, старенький. Ладно. Стой на месте. Вот еще один пенсионер. Этот уже вообще сверхпенсионный возраст. Упала шляпа. Как говорится, упала на пол. И даже ветром шляпу не несет. Он прямо на берегу. Вдоль берега иду, высокого обрыва. И грибы прямо здесь прогнили уже. Никто их не видел, никто их так и не собрал. Что? Ищем дальше. Вот такая вот классная тропиночка здесь была. Раньше дорожка. Вся уже зарастает потихонечку. И все. Пока ничего. Тут он рос. Вот он рос вот тут. Да. В общем, почему-то я не нажал на запись. На паузе снимаю, Иван Я тут... туда вот прошел мимо него. Обратно иду и заметил. Вот такой вот красавец. Придется это Повторно заснять и показать. заснять и положить вот к этим, а то этим скучно. Вот уже сколько Иван собирал. А я тоже нашел красноголовик, там включил на запись. Все показал, все рассказал. А запись не включил. Вот у меня два грибочка. Красненький и беленький. А вот так вот пойдем туда, потом туда и... Блин. Значит, вчера никого тут не было. Открыл дверку, а на кнопку на запись не нажал. Не проследил. Потерял такие кадры. Иван тут рассказывал, как надо вырывать гриб, потом резать корень, чтобы была... Да, нет, другие подрезают, оставляют корень там. А он все равно сгниет корень. А вот когда вытащить его с корнями, и эти все отростки, корневища, короче, разбрызгать лучше, и который-то с них приживется. Вот так вот, век живи, век учись. Туда подрежешь, он останется на месте, и там сгниет, и все. Грибы были. Грибы уже по ходу прошли, но нет. И последние грибочки. Сегодня у нас уже, повторюсь, 3 сентября. Уже были небольшие заморозки. И скоро их уже не будет. Ну ладно, что найдем, то наше. Ну вот еще одна моя находка. Теперь уже я достану экшн-камеру, чтобы не ошибиться. Включил ее, не выключил. Выключил, не выключил. Ну это точно грибок. Это точно грибок. О, а он уже уставший. Устал, да? Ну-ка. Он такой мягенький. Ну сейчас посмотрю, может и, Отрежь корень, так видишь. может и пойдет еще на жареху. Да, может он вялый просто. Да. Его кто-то пнул в детстве. Нет, нога нормальная. Ну и все. Он не крепкий. На жарешку. Его пнули в детстве. Да, обижали его. Да. Тянули его. Вот такой вот грибочек. Боровичочек. Вот, потихоньку. А вон тут гриб кто-то просто
оторвал, отломал ножку, даже не порезал, ничего. Типа... Ногой сбил просто. Не-не-не, этого нету. Шляпки. Шляпки нету. Он чисто шляпку взял кто-то, а гриб, нога прогнила уже. Их тут было 2. Маленькие не заметили. Что, Алтай? Что молчим? Что никого не лаем, а? Я для кого ружье таскаю? Пусто в лесу. Ни разу не гавкнул даже. Заметил белый гриб порезанный. Подошел. Да, он уже немного устал. Вот кто-то уже заметил его, порезал и оставил. Потом глянул, откуда порезали его. Ага, вот отсюда. Вон ножка осталась резаной. А вот рядом коротыша вот этого не заметили. Или его еще тогда просто не было. Вот такой вот боровичок. Красавчик. Вообще малыш. Или он после того уже вырос, или его просто не заметили. Так. Ну вот, иди в общую корзину. Будешь 4-м. Так, куда у нас Иван пошел? Куда-то туда сейчас пойду догонять его. Только что говорил, что нет мошкары, ветер стих, солнце вышло, потеплело, и они тут как тут налетели, как звери. Пошли дальше. О, вот какой пенсионер здоровенный. Он уже все. Он уже совсем устал. Он уже не стоит, он уже лежит. Так, Иван куда-то ушел в сторону. Пойду догоню его, чтобы далеко не отходить друг от друга. Очень много всяких поганок вот этих. И весь лес пропитан запахом гнилых грибов. Вот они. Он прогнил, белый гриб полностью напрочь. Грибы были. Иван говорит, 2 раза приезжал с мужиками. Каждый раз по 2 ведра грибов отсюда белых выносил. Ну а сейчас уже, видать, последние остатки идут. Кто-то отрезал он какого здоровяка, уставшего уже. И здесь отрезал червивый, а что-то вот этого не посмотрел. Он рядом не успел вырасти, вот так вот скривился, видать, палка на нем росла или еще что-то. Сейчас мы глянем, что. Если он хороший, что его выкидывать-то? Нормальный малыш. Так что полезай в общий кузов. Ну, здесь, конечно, делать нечего. Малышка взяли, малыш нормальный. Так, Ивана я нашел. Иван бегает как сайгак, блин. Только задержался на грибочке, все, уже надо догонять. Кругами ходит. Он знает, где грибы растут. А я здесь впервые. Места мне эти, конечно, незнакомые. Ну и то вон. По чуть-чуть. Вон такая яма почему-то. Типа воронка от взрыва. Интересно. Девки пляшут. Здоровенная ямина в центре бора. Так, красного вообще нет гриба молодых. Да и старых не так-то много. Ладно, Иван по правую сторону дороги идет. Так, это что у нас? Это у нас поганка какая-то. Пойдем по левой стороне.
Вот еще кто-то белый гриб порезал весь. Грибочек червивый. Глянем, может рядом что есть. Он прогнил один. А вот еще один. Так, ну-ка. Что ты как себя чувствуешь? Так, походу, друг, тебе тоже не, бедолага, бедолага. Не повезло тебе в жизни. Как жизнь-то над тобой поиздевалась. Он вырос, расти было ему некуда. Пошел в сторону. Вот жить-то как хотелось. И вырос, и прогнил, и мухи нашли его. И есть тут походу нечего. Ну да. Да, не повезло тебе в жизни. И никому ты не пригодился. И никто тебя не нашел. Так, тем временем у нас Иван опять уже убежал, пока я здесь разглядываю. Пошли догонять. Куда-то он сказал, в ту сторону, вдоль дороги пойдет. О, вон вижу. Ничего себе. Буквально стоит задержаться на пару минут. Все, Ивана уже нету. Он уже убежал. Так. Не густо, не густо. С грибами что-то. Хотя гриб был. Он говорит, хорошо, грибы здесь росли чуть раньше. Дней, пару недель назад. О, вижу. Вижу красавчика. Вот он какой. Красавчик неземной. Открутили. Красноголовичек. Тоже хорошо. Опа, вижу там белого большого. Но тот по-любому, наверное, уставший. Этот хорош. Этот хороший. Вот такой грибочек. Грибульчик. Текс. И вот здоровяк. Здоровяк белый. Ну, крепенький еще. Нормально. Сейчас посмотрим. Вот он. Вот он какой. Красивый. С бородой. Вот. Сейчас посмотрим шляпку, чтобы не тащить. Ножка чистая. Шляпка тоже чистая. Хорошо. Пойдет на жареху. Не такой хуже. Вот он еще какой здоровый. Мама дорогая. Вот он. Иван вроде здесь рядом проходил. Как-то он не заметил этих кабанов. Я сначала нашел мелкого. Вот он. Вот он какой хороший. Ну-ка. Смотрим. Да ну нафиг. Что, тоже без червей? Походу тоже чистенький. Так. Ну-ка. Шляпка. Нет, шляпка тут. Гомно. Шляпку поели. А ножичка чистенькая вроде бы, так что шляпку оставляем, ножку берем. Вот, потихоньку уже. Ха-ха, на жареху уже собрали. Уже хорошо. Так что сегодня у нас за ужином опять будут жареные грибочки со свеженькой картошкой. В прошлый раз, когда вечерняя прогулка с детьми выходили, полная сковорода получилась грибов. Мы даже за раз все не съели. Вон еще боровик, но он реально у стола. Я его видел уже, мы здесь проходили. Получается, кружим
тот раз я видел, а этих пропустил. Вот так вот. Грибы при всем желании ты все не соберешь. Вот вроде тут проходили, а 2 гриба и 2 белых и 1 красноголовик я просто в прошлый раз не заметил. Сыроежку надо, нет? Сыроежку. Красивенькая сыроежка, вон какая красивая, Вань. Плотная, да. Ваня говорит, я сыроежки на суп. Супец, говорит, собираю. Сыроежка ведь, да? Да. Это Вон, суп. видишь, какая красивенькая. Ой, какой чистенький. Ну я и говорю, а я что-то их не это. Это курятина. Это курятина. А это вот черничка. Ой, какая крупная по одной, но... Вон еще вроде бы тоже сыроежка. Нет, это не сыроежка, наверное. Ну-ка, смотри. Вань. Это не сыроежка, да? Это дурик. Дурик? Да. Дурик, дурик. Просто дурик. Так, я там проходил уже. Так, где-то я здесь белый гриб видел. И куда-то он убежал. Был на глазах, да? Ну, я видел его, а потом отвлекся на сыроежку, и куда-то тот гриб убежал. Вот это... Я его видел. Он такой еще прижатый с валенным деревом был. Где-то я здесь его видел. Потом отвлекся на сыроежку. Думал, запомню. Вот пока я его искал, походу нашел другой. Ага, вон какой боровичок нашел, видишь? Ну да. А второй он тоже здесь был. Второй, значит, ищите где-то. Вон еще один нашел, походу. Нет, это не тот. Это не то откуда. Это не тот, этот не этот. А где-то... Каких мест видишь? Вот он, я уж куда пропустил его. Ничего себе. Видишь, Пропустил его. я говорю, он прижатый деревом, я не знаю, он какой. О, ничего себе. Я сейчас нашел грибы, его вообще бедного Как можно было его промазать? Великан такой. ну, сплющило до такой степени, что он вырос в бок аж вот так вот. И Спасаясь. да, но он это уже устал. А этот хорошенький. Видишь, если бы я сразу этого нашел, этого бы уже не нашел. Да. А ты думаешь, этот устал уже большой? Ну, сейчас посмотрим. Сейчас мы его кинжалом зарежем. Да, немного. Придется немного резать. Так, это, видишь, какой красивый, Да. О, хрустящий, как огурчик. вот. Видишь, Что песк. может быть красивее осенью в лесу? Ну да. Везде своя красота. Да. На реке своя красота. Видишь, какой он красивый. Все, он даже тут немного приплесневился, но это он просто... Ничего, это, Он просто замаскировался так. да, это, по-моему, под белый мох. О, а этот... Не, все, Вань, смотри. Да. Этот Корень. устал. Корень даже такой. Его просто долго... Корень. Его просто долго никто не находил. Да, он обиделся. Да, А корень? корень тоже прогнил. Он чистый так-то как бы, но гниловатый. Сейчас вот если так. А вон тут, видишь, тоже кто-то срезал большой. Пенек оставил. Не знаю. Сейчас Валентина посмотрит. Если примет, то примет. Нет, так выкинет. Это, как говорится, сама... Кусочек все равно. Кусочек небольшой забрал. Спрятался. Ну, у меня уже на сковородочку сегодня точно будет. Поехали дальше. Потопали дальше. Вон что-то выросло тут. Поганка какая-то.
Поганок много, он один на белом боре.